Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница пополнилась новым оборудованием. Для выездных бригад поступили новые микроскопы с улучшенной оптикой. О работе врачей офтальмологической больницы поговорим с нашим гостем. Это Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Иван Петрович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о новых микроскопах и как обновляется оборудование офтальмологической больницы. Да, добрый день, Валерия, добрый день, уважаемые зрители. Надо отметить, что год здоровья, который был объявлен главой республики в прошлом году, и десятилетие здоровья, которое идет у нас в республике, начиная с 2021 года, конечно, дало огромное количество возможностей для развития медицинских учреждений республики, в том числе и нашего учреждения, Республиканской офтальмологической больницы. Надо отметить, что у нашей больницы есть хорошая наработанная практика годами, когда мы выезжаем в районы республики и проводим там оперативное лечение катаракты и прочих хирургических заболеваний глаза, при которых нужно вмешательство офтальмологов. И в этом году у нас пришло новое медицинское оборудование, это два микроскопа, которые позволяют проводить операционные вмешательства на выездах, потому что сами по себе они пакуются в небольшие чемоданы, которые хирургическая бригада берет с собой и выезжает непосредственно в тот район республики, откуда поступила заявка. Сами микроскопы новые, они импортные. Понятно, что это сделано для того, чтобы качество проводимых операций было на высоком уровне и обеспечивалась безопасность для самого пациента. Кроме этого, у нас пришли новые офтальмологические комбайны в прошлом году. Также у нас пришло оборудование, позволяющее проводить лечение катаракты. И вот буквально на днях у нас завершился монтаж 22 единицы нового медицинского оборудования для первичного нашего звена, для наших филиалов республики. Это и новый авторефрактометры, пневмотонометры, это и рабочее кресло для офтальмологов, ароптер и так далее. Это все делается для того, чтобы, опять же, повторюсь, качество оказываемых медицинских услуг с каждым годом росло, и тот задел, который у нас есть благодаря десятилетию здравоохранения, конечно, позволяет это сделать. Расскажите, пожалуйста, какие операции сегодня проводят врачи офтальмологической больницы? Надо сказать, что врачи Республиканской офтальмологической клинической больницы имеют высокий уровень подготовки, и большинство из них работает не первый десяток лет. И, безусловно, за этот период наработан огромный опыт проведения медицинских вмешательств. И надо сказать, что наша республиканская больница по итогам оценки наших ведущих медицинских центров Москвы и того центра, который нас курирует, это институт имени Федорова микрохирургии глаза, получила самую высокую оценку среди субъектов Дальнего Востока по проведению операционных вмешательств. Весь перечень объема операций, которые проводятся в больнице, это, наверное, порядка 98% от проводимых операций в целом у нас в стране. То есть это говорит о том, что наши хирурги могут выполнять весь спектр операционных вмешательств на глазе, включая в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. Кстати, вот в этом году, в 2022, у нас количество пациентов, которые получат высокотехнологичную медицинскую помощь, оно увеличится. Это и операции, связанные с небольшими вмешательствами на халязию, непапилломы. Это операции достаточно простые, проводящиеся в амбулаторных условиях. Это лазерные операции, это операции по лазерной коррекции зрения. Это также и высокотехнологичные операции, связанные с пересадкой роговицы. Вот в прошлом году как раз мы осуществили такую пересадку под фемтолазерным сопровождением, и на главе республики был представлен этот пациент, они пообщались, и надо отметить, что пациент очень положительно оценил динамику своего лечения, потому что у него надежды не было на сохранение вообще зрения, а после проведенной операции у него появились определенные доли зрения, и, конечно, для него это было большое счастье, тем более в его пожилом возрасте.
Основная львиная доля операций – это операции по удалению катаракты. Это вот основной такой пласт работы, который занимается офтальмохирургия. Это операции по отслойке сетчатки, территориальные операции, это введение ингибиторов ангиогенеза, тоже сейчас достаточно распространенный вид операционного вмешательства. Поэтому хирурги в любой момент могут прийти на помощь с учетом того, что наша больница имеет статус экстренной больницы по офтальмологическим заболеваниям. И днем, и ночью к нам поступают пациенты, которым требуется разного рода операционное вмешательство. А расскажите, стоит ли у вас задача выйти на международный или межрегиональный уровень обслуживания пациентов? Да, задача эта была поставлена и главой республики, когда он в послании отразил приоритет экспорта медицинских услуг, и соответствующий указ был Александром Сергеевичем подписан. О чем это говорит? О том, что уровень, как я говорил, подготовки наших специалистов позволяет выходить за пределы родного региона. Вот я для вас эксклюзивную информацию сейчас предоставлю. В этом году мы впервые вошли в территориальную программу государственных гарантий Магаданской области. То есть хирурги из нашей республики будут проводить для жителей Магадана операции по катаракте на дневном и круглосуточном стационаре. Соответствующие объемы медицинской помощи уже утверждены в территориальной программе на госгарантии Магаданской области. Соответственно, это поступление средств дополнительных в учреждения здравоохранения республики. Понятно, что это возможность дополнительного развития. Кроме этого, значит, мы сейчас прорабатываем вопрос по расширению зоны обслуживания на территории Амурской области в приграничных районах. Также ведем переговоры на 2023 год с Чукотским автономным округом. Это вот северо-восток, это что касается непосредственно территории Российской Федерации. Кроме этого, вот мы провели анализ тех обращений, которые к нам есть из жителей зарубежных стран. Вышло порядка 527, по-моему, человек из зарубежных стран, которые получили у нас медицинскую помощь. И кто-то там подумает, что это только страны СНГ. Нет, это далеко не так. Понятно, что львиная доля занимает это граждане из ближнего зарубежья, но там есть и граждане из европейских стран, из Африки, из, значит, Китая и так далее. То есть к нам обращаются те люди, помощь оказывается. Понятно, что сейчас в условиях пандемии очень тяжело планировать какие-то выездные операционные вмешательства за пределами страны, но, безусловно, у нас этот приоритет сохраняется после снятия ряда ограничений. У нас есть перспективы выезда в сопредельные государства и проведения там и мастер-классов, и проведения там определенных операционных действий, потому что мы понимаем, что сейчас из-за курсовой разницы, из-за, значит, в ряде стран из-за недостаточной подготовки персонала выгода от того, что наши специалисты приедут туда, она, безусловно, для пациентов из тех стран достаточно ощутима. Поэтому мы в этом направлении будем работать дальше. Иван Петрович, расскажите, пожалуйста, какие наиболее распространенные заболевания глаз у нас в регионе? Вот я уже начал озвучивать та проблема, которая у нас есть, и львиная доля операций, которые мы проводим, это операции по замене хрусталик, это, значит, операции, связанные с возрастной катарактой, это вот порядка у нас 3-4 тысяч операций в год проводится как в условиях круглосуточного, так и дневного стационара. Кроме этого, одно из опасных заболеваний, которое в последующем приводит к утрате полной зрения, это глаукома. Она коварна тем, что на начальных стадиях человек даже не заподозривает, что у него есть какое-то отклонение, не обращается к врачу, а в последующем, когда уже происходит утрата полей зрения, когда происходит
ухудшение остроты зрения, человек обращается, но там уже достаточно сложно помочь. И уже цель хирургов, по большей части, это сохранить глаз как орган, а уже не сохранить зрение имеющееся. Поэтому вот я бы порекомендовал многим все-таки заранее обращаться к специалистам, проходить диспансеризацию у офтальмологов, измерять внутриглазное давление. Значит, и мы замечаем, что глаукома молодеет уже и в 35 и 40 лет у пациентов имеются такого рода нарушения. Кроме этого, понятно, что близорукость имеет место быть, а с учетом того, что у нас сейчас активно молодые люди используют гаджеты, это мы, последствия вот этого всего мы будем ощущать, наверное, лет через 10-15, когда и дистанционное обучение, и вот активное использование значит, вот этих информационных разных наших средств, посредством чего мы контактируем с внешним миром, конечно, скажется на нашем зрении, об этом уже специалисты многие говорят, и та динамика, которая есть в стране, тоже об этом говорит по количеству заболеваний. Поэтому мой совет все-таки обращать внимание на зрение, потому что зрение – это качество нашей жизни, зрение – это в первую очередь восприятие окружающего мира, его надо беречь с молоду. А какую профилактическую работу проводят офтальмологи? Ну вот я уже начал говорить, что у нас есть понятие диспансеризация, она включена в единый перечень тех специальностей, которые пациенты проходят в рамках предварительных медицинских осмотров диспансерного, это в условиях поликлиники. Кроме этого, с учетом вот тех пандемийных мероприятий, которые есть, мы стараемся проводить наши прямые эфиры в наших инстаграм-аккаунтах, в которых мы достаточно доступно рассказываем о том, как проводить профилактику тех или иных заболеваний, каким образом можно сохранить зрение. Причем у нас аккаунт такой очень активный, и люди задают там вопросы в интерактивном режиме, и врачи стараются по возможности ответить на все интересующие пациентов вопросы. Почему? Потому что это возможность попасть на прием, минуя вот эти направления, минуя ту бюрократию, которая существует в системе здравоохранения. Поэтому у нас приоритет есть в системе, чтобы была доступность и открытость для пациентов. Поэтому вот посредством социальных сетей мы это активно используют. Плюс к этому понятно, что регулярно необходимо проходить осмотр на остроту зрения, проверку глазного дна. Причем это надо, опять же, повторюсь, начинать с ранних лет, потому что мы видим ту динамику ухудшения зрения, которая есть у детей, начиная уже со школьной парты. Поэтому вот совет: следите за нашими социальными сетями, там найдете очень много интереса. Спасибо вам большое, Иван Петрович, за нашу беседу. Но я напомню, что сегодня в рамках нашей передачи «Актуальное интервью» мы разговаривали с Иваном Луцканом, главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Всего доброго.